подчеркну, что «Газпром» продолжает внимательно относиться к развитию республики. Только на текущий год в планах «Газпрома» запланировано более 1,4 миллиарда рублей инвестиций в развитие газовых сетей. Вопросы газоснабжения Ингушетии обсудили в Магасе при участии члена правления ПАО «Газпром» Владимира Маркова. Если у данного должника свыше 3000 сумма превышает, доставляем машину в штрафстоянку. Штраф на дорожку. Сегодня сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами и налоговой службы провели рейд в Магасе. Расскажем, на каком этапе строительства школы в Насырпорте на 720 мест. Чтобы своими глазами увидеть величие и красоту Ингушских гор, сюда ежегодно приезжает более 10 тысяч туристов из разных уголков мира. Как развитие туризма может повлиять на экономический рост, обсудили на совещании в Джиравском районе. Одна сватка с международником. Роман Филиппов. Ну, я смог выиграть его тоже. В Перми завершился чемпионат России по армрестлингу. У нас есть чемпионы и призеры. Здравствуйте, это новости 24. В Магасе под председательством Махмуда Али Калиматова прошло совещание с участием члена правления ПАО «Газпром» Владимира Маркова с руководителями администраций городов и районов республики. На повестке обсуждались проблемные вопросы газоснабжения Ингушетии. Открывая совещание, глава региона поприветствовал гостей и поблагодарил Владимира Маркова за эффективное сотрудничество, дающее импульс развитию субъекта и повышению качества жизни населения. Калиматов отметил, что за последние годы проведена большая работа по установлению владельцев безучетных сетей и их легализации. Теперь наша задача использовать строго по назначению финансирования, рассчитанное на обновление сетей, подчеркнул глава региона. В решении возникших проблем мы ощущаем со стороны «Газпрома», Межрегионгаза, реализуется программа газификации республики. Сдвиги к лучшему есть, но происходит они медленно. Недостаточно существующий уровень газификации, который составляет чуть более 80%. Но с другой стороны, пятая часть была лишена у нас возможности пользоваться газом. Показатель хороший, но все-таки. Необходимо ускорить создание генеральной схемы газоснабжения и газификации Республики Ингушетия. Мы постоянно держим на контроле проблему оплаты поставленных энергоресурсов. Созданная и функционирует специальная рабочая группа по снижению задолженности за поставленные энергоресурсы, в состав которой включены представители органов исполнительной и муниципальной власти. Заседания рабочей группы проводятся на регулярной основе. Подчеркну, что «Газпром» продолжает внимательно относиться к развитию республики. Только на текущий год в планах «Газпрома» запланировано более 1,4 миллиарда рублей инвестиций в развитие газовых сетей. Мы надеемся, что мы с вами правильно организационно их направим, чтобы они дали одновременный эффект для жителей и для хозяйства газового. Это является ключевым подходом в наших партнерских отношениях. После совещания Махмуд Али Калиматов и Владимир Марков ответили на вопросы журналистов. Основной наш вопрос, конечно, заключался в том, как правильно эти деньги использовать. Большие деньги, 1 миллиард 400. Но прежде всего мы обсуждали это с точки зрения того, что и республика должна иметь обратную отдачу. Ведь низкий уровень платежей, сети, которые бесхозные и никому не принадлежат, от них зависит жизнеобеспечение огромного количества людей. Ими никто не занимается. Часть сетей построены здесь еще были далеко до этапов перестройки и нового времени в нашей стране, то есть 50-60 лет. Вот это основная тематика. И наша основная цель – привлечь и глав муниципальных образований к этой работе, чтобы они стояли в стороне, чтобы они понимали, что это их прямая обязанность организовывать процесс взаимодействия между поставщиками ресурсоснабжающими организациями и населением. Вот примерно в этом русле. У нас сегодня 80
более 80% сетей, но у нас вот 20-25% еще дополнительно нужно развитие сетей. Но обновляться должны, потому что действительно Владимир Константинович сказал, что эти сети, они у нас устаревшие, если много. И потери есть тоже в этой части из-за плохих сетей, которые пришли, ну так скажем, не в аварийные, но устаревшие. А в части того, что у нас развитие идет, у нас в республике, я скажу, некоторые регионы, мы намного впереди, чем другие. У нас, я знаю, регионы есть, которые промышленные, у них, да, в сельских поселениях там, и в районах сельских там нет даже и 50%. Есть такие даже. Но сегодня хотел бы сказать, что каждый потребитель, будь то юридическое лицо, федеральная структура или кто, у нас есть необходимость, чтобы их улучшать. «Газпром» предлагает, вот те деньги, которые плату мы делаем, они будут использованы и вкладываться в нашу республику для развития, улучшения сетей газовых. Вот в чем вот вопрос самый главный, который я вижу. Уровень собираемости платежей все еще остается низким в регионе, но в этом направлении постоянно ведется работа. Показатели за последнее время хоть и не намного, но все же удалось улучшить, отмечают главы некоторых районов Ингушетии. Традиционно Жайракский район всегда занимал первое место по платежной дисциплине, по проценту оплаты. А за электроэнергию у нас и за 2019 год по результатам первое место по СКФО мы сохранили, а именно в газовой отрасли, скажем так, где-то с мая месяца произошел какой-то сбой. Это несколько факторов на это повлияло. Это отсутствие абонентского отдела в районе, перестали приезжать мобильные офисы, работать контролеры с тех пор, как им запретили вот эти в кассовые аппараты эти средства собирать. Я надеюсь, что сегодняшнее совещание будет разработано и правительством по поручению главы, соответствующие поручения сегодня даны, будет разработан комплекс мер, который вот эти шероховатости, в принципе, наверное, все это как бы уже на уровне республики, да, это все будет решено. Основная головная боль – это не платежи, это платежная дисциплина, низкая платежная дисциплина, к сожалению, в республике. И надо учитывать платежную способность населения Республики Ингушетия. В любом случае из этой ситуации выход предполагается. Сейчас под руководством нашей главы коллегиально эти моменты были определены. Самое важное, необходимо всем заинтересованным сторонам, находя выход из этой ситуации, из сложившейся проблемной ситуации, действовать консолидированно. Совет Федерации одобрил закон о поправке в Конституцию России, принятый Госдумой в окончательном чтении. Накануне Владимир Путин разъяснил депутатам свое отношение к ряду предлагаемых поправок в основной закон. Отмечу, что буквально вчера Госдума одобрила более 200 поправок. Много времени это не заняло. Основная работа была проделана накануне. Обсуждения, новые предложения и возможности – все это в репортаже Зелимхана Калоева. Поправки были подготовлены по большей части специальной рабочей группы, в состав которой вошли депутаты Госдумы, сенаторы, общественные деятели, эксперты. Значительную часть из них внес президент. Ранее Госдума на заседании одобрила поправки о Боге, браке и народе. Кроме того, Дума поддержала поправку об обнулении президентских сроков. Запрос на оценку поправок Путиным существует давно. Например, что касается расширения полномочий Госдумы, тем более нового предложения досрочного переизбрания депутатов, президент прямо не исключает такого сценария и все же считает решение преждевременным. Поправка была отозвана. А вот что касается возможных изменений в институт президентства. Считаю и глубоко убежден в том, что сильная президентская вертикаль для нашей страны, для России абсолютно необходима. И сегодняшняя ситуация вот в экономике, я уже только что об этом сказал, не только в экономике, в сфере безопасности, лишний раз нам об этом с вами напоминает.
Прежде всего, это необходимо для стабильности. Например, парламентская республика, по мнению президента, для нашей страны пока неприемлема. Нет многовековой партийной культуры. И потенциальные противоречия парламентариев могут быть разрушительны для страны. Также Владимир Путин против продления своих полномочий президента в рамках общероссийского голосования по поправкам. А идея убрать из основного закона страны ограничение количества президентских сроков не отвечает целям внесения поправок, считает Путин. Когда политическая, экономическая, социальная сфера обретает внутреннюю устойчивость, зрелость, когда государство становится, безусловно, более мощным и трудно уязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны. А мы-то с вами как раз принимаем поправки не на год, не на 2 и даже не на 10. Я надеюсь на более отдаленную историческую перспективу, хотя бы лет на 30-50. И в этой долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена. О будущих поколениях нам нужно с вами подумать. Потому считаю все-таки нецелесообразным убирать из Конституции ограничения по количеству президентских сроков. Без комментария президента оставалась одна поправка. Предложение Валентины Терешковой дать действующему президенту возможность переизбраться с учетом важности сохранения стабильности и безопасности страны в текущий момент. По сути, означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. Ну и, разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение и такую поправку, скажут «да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно, если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям закона, основного закона, Конституции. Второе чтение в парламенте считается основным, ведь именно на этом этапе можно внести в проект закона серьезные изменения. Почти 400 поправок поступили на охотный ряд. После детального обсуждения решено, что в президентский закон войдут 200 из них. Прежде всего, граждане получат новые социальные гарантии, которые были невозможны в 1993 году. Это минимальный размер оплаты труда, не ниже прожиточного минимума и индексация пенсии. Сначала была расплывчатая формулировка «регулярная», но ко второму чтению президент уточнил не реже 1 раза в год. Которые связаны с социальным государством, наполняем конкретным содержанием. Там не было у нас ничего, просто запись была. И нам здесь крайне важен, в том числе, консенсус для того, чтобы потом предложить гражданам наше решение. Против других президентских поправок о браке как союзе мужчины и женщины не возражал никто. Упомянуты в основном законе и дети. Они признаются приоритетом Российской Федерации. Отдельно от тех, кто остался без попечения, государство обязуется взять на себя обязанности родителей. Появятся в Конституции и меры по так называемой национализации элит. Кандидатам на пост главы государства, губернатора или судьи запретят иметь иностранный паспорт или вид на жительство. Ко второму чтению добавили еще одно ограничение. Нельзя будет иметь счета в зарубежных банках. Теперь о суверенитете целый блок поправок. Предлагается внести прямой запрет на отчуждение территории, а Конституционный суд получит право отменять решения международных инстанций, которые противоречат российским законам. За проект закона о поправке Конституции проголосовали 382 депутата, воздержались 44, против не было. Впереди оценка Конституционного суда, как и потребовал президент, но окончательную судьбу изменений в Конституции определят граждане на общероссийском голосовании 22 апреля. Зелимхан Калоев, Новости 24. Судьбоносное решение, которому уже 250 лет. Именно столько прошло с момента единения Ингушетии с Россией. Союз проверен годами. Подробно о том, как проходило добровольное вхождение ингушей в семью российских народов и как это событие определило дальнейшую историю нашей Родины, расскажет Дана Плеева. Ингуши первыми из северокавказских народов официально по доброй воле присоединились к российскому государству. Это событие, пожалуй, определило дальнейшую судьбу нашей республики и поспособствовало ее политическому, экономическому и культурному развитию. В марте 1770 года ингушские старейшины посягнули на верность России в селе Ангушт.
12 июля того же года Российская коллегия иностранных дел одобрила этот договор. Через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей. Важное значение в первую очередь для российского государства, для империи, которая видела в лице ингушей и тех людей, и тот народ, положиться на который можно. Мы потом и в своих исследованиях это отмечали еще. И для ингушей было очень выгодно быть в составе российского государства. К тому времени небольшой по численности народ. К тому времени народ, который переживал очень тяжелые события, которые происходили в горах, и нашествия, он должен был прежде всего думать о том, что нужно народ сохранить. Это событие праздновали 3 дня и 3 ночи. Повсюду играли ингушские мотивы, а старики, обходя дома, поздравляли друг друга. С тех пор в жизни ингушского народа началась новая полоса. Никем не покоренные, они добровольно обрели новую семью. И это действительно был праздник. Устраивали джигитовку, скачки, танцы. Этим объясняется, что в принципе весь народ был за то, чтобы принять российское подданство. Гарри Чепанов, Сурхови Мирзаханов, Таштарука Гагиев и еще 21 имя ингушских старшин ангушского общества, подписавших присягу. Но история взаимоотношений между Россией и Ингушетией началась не 250 лет назад, она складывалась веками. Особенно они стали налаживаться еще при Иване Грозном, потому что он фактически разгромил остатки Золотой Орды, и при нем уже вышли на северо-восточный Кавказ, к реке Терек. При Екатерине II Россия стала более активную политику проводить на Северном Кавказе. Именно при ней фактически этот акт о подданстве ингушей был подписан в ее правлении. Прошло ровно 2,5 века, как наша республика вошла в состав России. На протяжении всего этого времени ингушский народ не раз доказывал, что дорожит этим союзом. История хранит примеры достойного участия наших земляков в судьбе государства. Лучшие сыны народа стояли на защите своей большой родины. Многие из них пали смертью храбрых на полях сражений. Крупные войны были России, ингушская сторона участвовала. Получили многие медали, получили много царских генералов, было офицеров, было и в русско-турецкой войне, и потом в Первой мировой, и в русско-японской войне. То есть везде, где России была необходима помощь, Ингушетия и вообще ингуши старались поддержать ее. Много лет минуло с тех пор, как наши старшие мечтали жить в своей республике, строить и развивать ингушскую государственность, культуру, науку и образование. Полученная в начале 90-х годов прошлого века ценой невероятных усилий, самостоятельность ингушей казалась тогда очень хрупкой и призрачной. Молодая республика сразу же столкнулась с общими для всей страны проблемами экономического развала. Но Ингушетия выстояла и сохранила свой статус самостоятельного субъекта Российской Федерации. Референдум, который проходил в ноябре 1991 года, где бы большинством голосов жителей республики было поддержано создание Республики Ингушетия в составе российского государства. И это был действительно тот итог, та оценка правильности выбранного пути. Сейчас, благодаря помощи федерального центра, в республике построено множество объектов культуры, образования, спорта, туризма и здравоохранения. Наши предки завещали всем будущим поколениям хранить верность клятве, данной 250 лет назад, понимая, что наша судьба всегда будет тесно переплетаться с судьбой России. Дана Плиева, Фатима Кариева, Ферида Миржоева, Хава Гагиева. Новости 24. Далеко не уедешь, все равно догонят и в принудительном порядке рекомендуют погасить имеющиеся задолженности. Сегодня в столице региона судебные приставы, ГИБДД и налоговики провели рейд по взиманию долгов. Для выявления неплательщиков задействовали специальный радар. Сколько автомобилей доставили на штрафстоянку, расскажет наш корреспондент. 13 транспортных средств доставлено на штрафстоянку с общей задолженностью в 570 тысяч рублей. И это только за 1,5 часа рейдовых мероприятий по выявлению у должников в потоке машин с помощью установленных на дороге телекамер. Плановую проверку проводят сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов совместно с налоговиками и УГИБДД по Республике Ингушетия. Салам алейкум. Судебным приставом Аздоев. Проверка долго у нас. Пройдемте далее. Ayvaymak yes,
Информация с телекамер передается на монитор к судебным приставам, у которых, как и у налоговиков, есть своя база по имеющейся задолженности. Ее и нужно оплатить водителям с помощью платежных систем. В противном случае арест транспортного средства гарантирован. Если у данного должника свыше 3000 сумма превышает, доставляем машину в штрафстоянку. А вот отношение этого гражданина 16 не оплачено. 16 не оплачено штраф у него. Готова хотя бы частично оплатить штраф должников предостаточно. Так, только через Сбербанк онлайн уже успели погасить задолженность на 46 тысяч рублей. И это далеко не предел. Инспекторы только и успевают останавливать выявленных нарушителей. Поэтому и стационарный пост здесь больше напоминает саму штрафную стоянку. Данное рейдовое мероприятие нами проводится совместно с указанными органами ежеквартально. Поэтому мы хотим довести до нашего населения о том, что данное мероприятие носит не разовый характер, а постоянный. Более того, для популяризации мы объясняем о том, что должники и наши граждане могут проверять на базе данных исполнительных производств, которые находятся на официальном сайте управления, о том, что имеется либо у них задолженность, либо об уменьшении, либо об увеличении данной задолженности. Адам Костоев – водитель с 40-летним стажем. Сам несколько лет назад в ходе таких рейдов случайно узнал о своей задолженности в 40 тысяч рублей. И как добропорядочный гражданин незамедлительно его погасил. Сегодня он, проезжая мимо, решил остановиться и поделиться своим мнением. Справедливость. Все равно дадил дижваус. Они долчат уже 99% бываем бахина. Эчу халлачи ши штрафная дашься долларс ши последний дара. Рейдовые мероприятия – один из важнейших способов повышения эффективности взыскания задолженности в рамках исполнительных производств, включающих в себя простое человеческое общение с должниками, уверены приставы. Впрочем, уже завершая съемку, объектив нашей камеры зафиксировал следующего должника – Лада Гранта. Долг в 20 тысяч. Жарадат Хулхоева, Адам Мережков, Джамилял Тамасханов, Новости 24. Родители пропавших 2 недели назад братьев Дзейтовых из Сунжи сегодня сделали обращение к сыновьям с просьбой вернуться домой. По имеющимся данным, 27 февраля примерно в 15 часов 30 минут 21-летний Хамзат и 17-летний Ильяс Дзейтовы прибыли из Москвы в Назрань. Дальнейшее местонахождение молодых людей не установлено. Хачаду мади дал диктатсон, что догма дохти, массер мадохти, садок мадохти, шайдия догма дохти. Хочу волшики, шекян барбенчан, дихардаш вокол равнодушно сахолыжи. И телефон жолж мои цар Зайтов Хамзат, Зайтов Ильяс, вокол хамбеш толк. С завтрашнего дня движение через мост в Магасе на проспекте Зязикова будет изменено. Напомню, там идут работы по реконструкции железобетонного сооружения. Новый мост прослужит как минимум четверть века. Но пока это вносит определенную суету в дорожное движение. Насколько временны эти трудности, расскажет корреспондент. Уже невозможно на это смотреть, уже эти пробки, эти заторы. Крик души. В этом видеообращении автолюбитель возмущен тем, что строительство моста затянулось. Из-за продолжительных работ водителям часто приходится сталкиваться с пробками и заторами, особенно в час пик. Проезжающие автолюбители уверены, реконструкция должна проходить намного быстрее. Ремонт на этом участке автодороги начался в начале октября. Причина – разрушительная трещина, которая в дальнейшем могла привести к неминуемой катастрофе. Построенный в 1996 году мост уже устарел. Края балок пришли в негодность, а все из-за влаги. И это не единственная ошибка, допущенная при строительстве. Лаборатория дала заключение, что мост перегружен. Старые подфирменные площадки были неправильно устроены, вследствие чего пришлось демонтировать все балки, устроить новые подфирменные площадки. И часть старых плит была по проекту возвращена на место, часть балок разрушенных были заменены на новые.
Такие изменения разгрузили мост на 1000 тонн. Если стяжка бетона раньше была толщиной 20 сантиметров, то сейчас отметка не превышает 5. Это единственный случай, когда тоньше значит крепче. Еще усилили мостовые опоры железобетоном. Также увеличили высоту дамбы, которая теперь будет удерживать грунт под мостом. Вместо железобетонных конусов залили монолит. Это дает водоотвод и укрепление конуса моста. Материалы, которые применяются на этом мосту, добавки в бетон, переходные зоны, специальные безусадочные цементные материалы впервые применяются в нашей республике. Материалы лучшие, работы идут, постоянно контроль со стороны заказчика у нас идет. Каждые 2 дня специалисты выезжают, все проверяют. Новый мост будет иметь по 12 сливных труб на каждой стороне движения. Трубы будут соединены лотками, которые будут перенаправлять воду через отстойник в русло реки. Живительная влага имеет свойство разрушения. Такие предосторожности продлят новому мосту жизнь. По крайней мере, гарантия на железобетонную конструкцию составляет 25 лет и 10 на асфальтовое полотно. Здесь произведено устройство деформационного шва немецкого производства Mauer D80. Есть преддеформационная зона, устроена из сверхпрочного безусадочного бетона Uni LS называется. Далее идет из фибры переходная зона. Переходная зона играет роль как бы гашения ударов на деформационный шов. Первый удар принимает она на себя, она самовосстанавливающаяся, ну и дальше выступает как защита деформационного шва. Мост имеет несколько слоев полотна, бетонная стяжка, гидроизоляция. Нижний и верхний уровень асфальта огражден барьерными препятствиями, выдерживающими мощность удара в десятки тонн, и 6 источниками освещения на каждой стороне. Масштаб проделанных работ огромный, с чем и связан долгий процесс реконструкции. То, что люди задают вопросы, что мост долго делается, у нас контрактные сроки завершения работы до 30 ноября 2020 года. Бетонные конструкции не получается за несколько дней. Надо после заливки бетона его надо выдерживать, чтобы он достиг определенной марки. Потом должна приехать лаборатория, проверить бетон, дать заключение, что конструкция, возможно ее принять, эту конструкцию. Только после этого начинается следующий вид работ, так как мост это уникальное строение, и тут ошибку допустить нельзя. Сейчас рабочие готовят мост для изменения движения, после чего займутся уже второй половиной. Также рабочие призывают водителей набраться терпения на время восстановительных работ. Здесь люди работают. Пожалуйста, будьте внимательны. Убедительная просьба. Осторожно. Проезжать этот мост на огромной скорости нельзя. Вы себя и людей искалечите. Но в данный момент мы уже здесь закончили, будем переводить сейчас движение. Разделительные полосы уже определяем, блоки выставили уже, все. Запустить полноценное движение на этом участке планируют в середине 2020 года. Специалисты утверждают, после ремонта этот мост обещает прослужить еще не 1 десяток лет. Напоминаем, что с завтрашнего дня движение через мост будет изменено. Теперь проезжей частью станет отреконструированная половина моста. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Майырбек Миржоев, Новости 24. Превышение допустимой скорости, выезд на встречную полосу движения по-прежнему остаются частыми нарушениями, итогом которых становятся дорожно-транспортные происшествия. Социальные сети регулярно пополняются новыми кадрами с мест ДТП. В большинстве случаев не обходится без пострадавших. Нередкие аварии со смертельным исходом. В регионе произошло несколько крупных аварий. Более полную информацию нам предоставит старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Республике Ингушетия Зара Ужахова. Ингушетия со 2 по 10 марта текущего года зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, у нас 2 человек погибло и 5 человек получило ранения различной степени тяжести. Судя по анализу аварийности по республике, мы хотим отметить, это город Назрань, Назранский район и Малгобек, который дает нам рост показателей ДТП. Наши водители и пешеходы были более внимательными, соблюдали строго правила дорожного движения, ни в коем случае их не игнорировали, так как любая ошибка на дороге может принести тяжелые последствия. Новая просторная школа на 720 мест появится в Насыркорте. На объекте трудится 50 рабочих. Они осваивают территорию в 4 гектара. Большое здание состоит из 5 блоков. Здесь будут созданы все условия для обучающихся. Зелимхан Калоев расскажет.
Рабочая атмосфера и шум строительной техники. Весь этот труд для будущих воспитанников. Новость о возведении новой школы жители Нациркорта ждали давно. Теперь и на учебу недалеко ходить, а самое главное, канет в лету двухсменный режим. Нациркорт – один из густонаселенных муниципальных округов Назрановского района с населением 24,5 тысяч человек. Здесь есть 4 школы, но этого недостаточно. Скоро Хасану далеко ходить не придется. Для этого подрядчик обещает приложить все силы и средства, чтобы объект ввели к концу этого года. Стройка началась в июне 2019-го. За полгода здесь залили фундамент, возвели стены и провели все необходимые коммуникации. Сейчас проводятся внутренние отделочные работы. По коробке уже можно представить масштаб будущего здания. Строится оно с соблюдением всех норм и правил. Его основная конструкция – бетон и арматура. Сегодня-завтра закончим установку окон полностью. Останутся витражи. Пока мы их ставить не будем, что могут разбить, в последнюю очередь поставить. Сейчас идет электрика, разводка идет, вентиляция идет. Кладка уже сегодня закончим. Начинается штукатурка начнем. Общая площадь территории школы 13 тысяч квадратных метров, из них 4 тысячи отдано под строительство. Еще 4 гектара рабочим предстоит благоустроить. Их осваивают поэтапно. Само здание – это 3 этажа, которые разделены на 5 блоков деформированными швами, что специально делается для уменьшения нагрузки при деформации здания от разного рода явлений. Также есть и цокольный этаж, который отвечает за коммуникацию учреждения. В новой школе будут пандусы, лифты и санузлы для детей с ограниченными возможностями здоровья. С правой стороны у нас столовая, вот пищеблок. И слева здесь кабинеты начальных классов, лаборатории, санузлы. Вот спортзал, душевые, администрация, директор, завуч. Здесь то же самое. По деревообработке, по металлообработке кабинеты, кулинарный кабинет, по обработке тканей, все вот эти. Это медпункт. 720 мест, 40 кабинетов, дополнительные залы для кружков и лабиринт учебных блоков. Здесь трудятся около 50 рабочих. Поделены они на 12 бригад. В каждом из этапов строительных работ задействованы профессионалы своего дела. В данное время есть школа, Недалеко от школы есть и полноценное футбольное поле вместе с воркаут-площадкой и тренажерами. Дети после занятий теперь смогут поиграть с мячом или просто потренироваться. Школу строят по федеральной целевой программе. Это второе масштабное общеобразовательное учреждение в регионе, аналогичное 6-й школе. Здесь все продумано до мелочей. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24. Сферы с самыми высокими зарплатами за 2019 год назвали в России. В лидерах оказались страховая и экономическая деятельность. В данном случае работники получали в среднем 103 тысячи рублей в месяц. На втором месте представители сферы добычи полезных ископаемых. В месяц они получают 89 тысяч рублей. В числе лидеров также оказалась работа в сфере информации и связи – 74,5 тысячи рублей. Научная и техническая профессиональная деятельность – 73 тысячи рублей. Госуправление, военная безопасность и соцобеспечение – 51 тысяча рублей. Ну а внизу списка сельское хозяйство, общественное питание, рыболовство, сферы водоснабжения, организации и утилизации отходов. Всестороннее развитие туристического кластера – одно из важнейших условий социально-экономического роста нашей республики. Какие рациональные меры необходимы для реализации этого посыла, разбирали на совещании в Джейрахском районе с участием представителей регионального комитета по туризму, депутатов и представителей заповедников. Главная цель – объединить общие усилия и запустить туризм в Ингушетии на полную силу. Микаил Тангиев с подробностями. Район Ингушетии – это одно из самых часто посещаемых туристических мест не только в республике, но и во всей России. Чтобы своими глазами увидеть величие и красоту Ингушских гор, сюда ежегодно приезжает более 10 тысяч туристов из разных уголков мира. Турпоток постоянно растет, поэтому важнейшая задача для руководства региона – это создание современных и качественных условий для гостей и жителей Ингушетии. Территория сегодня является заповедником Эрзи. На этой территории у вас никак не получится соблюсти режим особо охраняемой территории.
Хотите вы это или нет? Почему? Как вы соблюдаете, если там ходят тяжелые техники, там располагаются пограничные заставы? С первых минут встречи стороны поднимают вопрос касаемо расположения государственного природного заповедника Эрзи. По мнению собравшихся, неправильно определенные границы заповедника и ряд других причин не позволяют полноценно развивать туризм в Джейрасском районе. Одна из них – это оплата за проезд на территорию заповедника. Изначально эту платный въезд придумали именно Комитет по туризму с целью доходов для туризма, чтобы от туристов получать доход. Но мы немножко это обернулось против нас, вот наша инициатива наказуема была. Сейчас мы получается, что от внутренних и от внешних туристов мы берем 100 рублей с человека. То есть приедет автобус, 100 звонков бывает ко мне сейчас, и бесплатно от туристов. Приедет автобус, микроавтобус, там без разницы. Из каждого автобуса не без чека, не без ничего, просто берут 100 рублей. Основная задача – это развитие туристического кластера, но при этом не нанося ущерба природе и местным жителям, считают собравшиеся. Необходимо сберечь богатое культурное наследие нашего народа и при этом не изменять традициям гостеприимства, как того требуют ингушские традиции. Туристы приезжают, местное население создает какую-то свою инфраструктуру, в том числе, да, вот, и общение, и поскольку это туризм в основном будет он такой этноэкологический туризм, поэтому вот очень важно, как район будет развиваться в социально-экономическом плане. Главный ключ к успешному развитию туристического кластера в регионе – это создание специальных зон для инвесторов, на которых они могут вести свой бизнес. Говоря иначе, спрос есть, но нет предложения. Второй аспект, который тормозит процесс, упирается в действующие ограничения на заповедной территории. Большая часть Джейрасского района находится в заповеднике. Это ограничение особо охраняемой природной территории. В этом ключе мы будем писать запросы в Министерство природы Российской Федерации. Запросами это первая наша, так сказать, задача. И второе – решать вопрос с парламентом Республики Ингушетии и принимать законы, которые будут содействовать развитию туризма. По итогу встречи было решено в течение 2 недель создать рабочую группу, в которую войдут специалисты и представители всех заинтересованных лиц в этом вопросе. Ну а далее следует процедура принятия законов и подзаконных актов. Говоря коротко, все движется в направлении создания надежного механизма для развития туристической отрасли Горной Ингушетии. Михаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24. В Горском кадетском корпусе провели мероприятие с целью привлечения выпускников к обучению в военно-морской академии. В старейшем военно-учебно-научном центре военно-морского флота Санкт-Петербурга получают высшее образование выпускники кадетских корпусов и не только. Для ингушских кадетов провели большую видеопрезентацию, рассказали о всех тонкостях морфлота. У каждого выпускника кадетского корпуса есть первоочередное право поступить в высшее военно-учебное учреждение. Министерство обороны дает уникальный шанс, полностью обеспечивает их всеми видами удовольствия и пройти государственную службу на воинских званиях лейтенант-адмирал на службе нашей Родине. После проведенной презентации, руководствуясь личным примером военных, уже окончивших учреждения, многие будущие выпускники всерьез задумались о поступлении. Ингушские силачи отличились на турнире в Перми. Там проходил чемпионат России по армрестлингу. Наши рукоборцы завоевали золото и бронзу, заработав путевку на чемпионат Европы и мира. С призерами соревнований встретился Харун Аздоев. И вновь ингушский флаг был поднят над спортивной ареной России. На этот раз его вознесли сильные руки армрестлера Адама Баркинхоева, который стал победителем одной из самых престижных весовых категорий – 100 килограмм. Прошедший чемпионат России по армрестлингу был посвящен 75-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Эти соревнования стали знаковыми для Республики Ингушетия, выходец из которой стал лучшим среди самых сильных рукоборцев со всей страны. Дорога в мир большого спорта для Адама Баркинхоева началась с ингушских игр, где его способности были замечены представителями Президиума Федерации региона. Талант молодого спортсмена, помноженный на многолетний опыт его наставников, принес желаемый результат – золото страны и шанс испытать свои силы на чемпионате мира и Европы. Все соперники были хорошие, запомнилась одна схватка мне с международником Роман Филиппов.
но я смог выиграть его тоже. Но он знал мои слабые места, поэтому хотел воспользоваться шансом. Но так получилось. Когда он стартанул, я смог его остановить, и он получил фол. И таким образом он проиграл. Сборная России на сегодняшний день остается мировым лидером в армрестлинге. И определенный вклад в это вносят и ингушские силачи. На крайнем чемпионате страны нашей республике по объективным причинам не удалось представить весь состав подготовленных спортсменов, а лишь тех, кто имел больше других шансов на победу. Но это не единственное достижение наших рукоборцев на всероссийской арене. У нас в Екатеринбурге проводился первенство России. Туда поехали тоже с командой. Наш парень Беков первым стал. Вот он, Исмаил Ахмед был, тоже у него были хорошие шансы выиграть. Ну, тоже, да, опыта не было. В Венгрии будет чемпионат Европы. Эти два парня, это по взрослым, тот по юниорам. В Венгрии у нас Европа, потом в Грузии будет чемпионат мира. Но двое отобрались, это очень хороший результат. Надеемся, что там тоже они покажут достойно выступить. При подготовке к чемпионатам уровня страны и мира спортсменам приходится набирать или наоборот избавляться от лишних килограммов, чтобы войти в ту или иную весовую категорию. А это, в свою очередь, может негативно сказаться на кондиции атлета и напрямую отразиться на результате схватки. Именно это произошло с еще одним участником чемпионата России – Али Тимурзиевым. За 6 недель до старта ему предстояло согнать порядка 14 килограмм. Изматывающие тренировки и большая потеря калорий отразились на достоинстве медалей. В четверть полуфинала мне попался спортсмен из Татарстана. Он многократный чемпион России, многократный чемпион мира. Ну, достойный соперник для первого места. Ну, ему я и проиграл в четверть полуфинала. Ну, чуть-чуть не хватило. Трансляцию чемпионата России смотрят с замиранием сердца рукоборцы по всему миру, пытаясь проанализировать свои шансы против наших чемпионов. А мы будем следить за нашими претендентами на самые высокие места на чемпионатах и первенствах Европы и мира. Харон Аздоев, Магомед Дидигов, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.